Ко дню рождения Айтматова всегда приурочено и начало ежегодного международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов», который проводится при поддержке Общественного фонда «Айтыш» и Союза кинематографистов. И сам фестиваль посвящается Айтматову, в период председательства которого в Союзе кинематографистов кыргызское кино достигло расцвета. Целью фестиваля является развитие и укрепление культурных связей кинематографистов бывших советских республик. И фестиваль стал своего рода доброй традицией в кинематографии. Он собирает лучшие кинопроизведения стран СНГ, Балтии, Грузии и Кыргызстана. Его целью вот уже почти 10 лет является популяризация короткометражного кино в современном мире, открытие новых горизонтов короткого метра и взгляд сквозь призму авторского видения. На открытии фестиваля побывал и наш корреспондент Андрей Токумбаев. Никакой политики, но приветствуется красота и теплота человеческих отношений. Таков лейтмотив 9-го кинофестиваля «Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов», который прошел с 12 по 15 декабря в Бишкеке. Показ состоялся в столичном кинотеатре «Манас». Участвовали работы кинематографистов 13 республик СНГ, а также Грузии и стран Балтии. Многие участники здесь впервые. Нас встретила замечательная погода Бишкека, солнце. Это очень приятно, когда в середине декабря ты прилетаешь в такую теплую, дружелюбную страну. Я очень-очень благодарна возможности сюда приехать. Я посмотрела уже программу. Некоторые фильмы я уже знаю, я видела на фестивале в Москве. Но я особенно хочу посмотреть национальную программу Кыргызстана, потому что в Латвии у нас нет такой возможности особо много видеть короткометражные фильмы из Кыргызстана, поэтому я с удовольствием посмотрю. Впечатление, что здесь настолько добрый народ, очень тепло нас встретили, очень радушно приняли. Организация, на мой взгляд, очень на высоком уровне, потому что все идет по таймингу, все четко, у нас прекрасные условия и язык национальный очень похож на татарский. Идея фестиваля принадлежит кинорежиссеру Садыку Шерниязу. Она родилась после апрельской революции и июньских событий 2010 года. Драматичные политические события в стране, унесшие сотни человеческих жизней, заметно подорвали имидж республики как спокойного и живописного уголка Центральной Азии, привлекательного для туристов. Инициатор фестиваля решил это исправить. Этот кинофестиваль был основан, помните, в те годы, когда у нас были митинги, революции, а в нашей стране начали поговаривать в международном масс-пространстве, масс-медиа-пространстве, что Кыргызстан – страна хаоса, Кыргызстан – страна анархии, Кыргызстан – страна нескончаемых революций. И тогда мы собрались, кинематографисты, и сказали, давайте мы с лучших сторон покажем Кыргызстан. Фестиваль приурочен к знаменательной дате. В нынешнем году мог бы исполниться 91 год классику кыргызской литературы Чингизу Айтматову. Именно поэтому открытие состоялось 12 декабря, в день рождения писателя. Открылся показ фильмом российского кинорежиссера и продюсера Чингиз Айтматов «Дни и века». Айтматов, он нас всех объединяет. Это человек, действительно человек мира. И я очень горжусь, что имел возможность прикоснуться к нему, имел возможность с ним пообщаться. И вы все являетесь, так сказать, людьми, которые родились на этой земле и являетесь продолжателем творчества Айтматова. Кинорежиссер близко знал Чингиза Турикуловича. Он в свое время и подал идею фильма. В прошлом году мы все-таки решили воплотить идею этого фильма, которую идею поддержал Айтматов. И мы начали снимать. Мы в прошлом году 2 раза приезжали сюда, брали интервью у известных киргизских кинорежиссеров, в частности у Артыкбаеса, у Индукова, который закончил уже фильм «Шамбала». Фильм был благословен и дал свое добро еще при жизни Чингиза Айтматова. Оценивали фильмы мэтры кинематографии из Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана. Поделилась с 5-м каналом киновед Гульбара Толумушева. На этот раз жюри возглавит народный артист Кыргызстана, знаменитый режиссер Актан Арымкубат. В составе жюри кинокритики из России Бондарева и из Казахстана Байжанова, и режиссер из Таджикистана Далер Рахматов. А вот что рассказал 5-му председатель жюри. Особенность этого фестиваля то, что здесь есть 2 конкурса. Это международный конкурс, где участвуют
фильмы из постсоветского пространства, и национальный конкурс, где участвуют только киргизские фильмы. Но по регламенту фестиваля один фильм из Киргизстана, он участвует всегда в международном конкурсе. В число участников международного конкурса на этот раз вошел кинорежиссер из Кыргызстана Чингис Солонбеков. Его фильм «Подсолнух» повествует о некоем вдовце преклонных лет, который мечтает вновь жениться. Интересная картина, при этом снял очень молодой режиссер. Что касается национального конкурса, я могу гордиться, что отборочная комиссия включила как совершенно свежие картины, так и, допустим, фильм победителя нашего форума молодого кино стран СНГ «Умют», который мы проводили в начале ноября, департамент кинематографии. В международном конкурсе участвовали 14 кинокартин, по одной от каждой из представленных стран. В национальном – 18 короткометражных лент. Этот кинофестиваль завоевал свое, можно сказать, почетное место в регионе СНГ и развивается. И в этом году, например, было около 3000 фильмов присланы. По-своему интерпретировал идею кинофестиваля один из его участников – кинорежиссер из Тбилиси Георгий Тавартвиладзе. Сюжет его фильма «Плохие люди» основан на событиях гражданской войны 1991-1993 годов в Грузии. Главный герой, молодой грузин Гия, на место перестрелки попал случайно. У него заболел малолетний сын. Рискуя жизнью, отец вышел на улицу в поисках жаропонижающего и встретил там своих бывших одноклассников. Выясняется, что давние друзья стали врагами, но узнав о проблемах Гии, они прекращают стрельбу и наперебой советуют, как пройти в аптеку. Человеческая доброта оказалась сильнее ненависти, спровоцированной политиками. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги.